Коми создадут прививочные бригады и начнется подчищающая иммунизация против кори. Об этом заявили санитарные врачи. Первым делом в поле зрения медиков попадут подростки и те, у кого нет сведения о прививках. Активизируют работу и с так называемыми неучтенными группами населения. Это цыгане, представители религиозных сообществ и мигранты. Они попадают в основную группу риска по инфицированию корью. Виктория Палкина за профилактику. После долгих лет затишья корь снова вернулась в Коми. В прошлом году сразу 3 случая зарегистрировали в Усинске. Больными оказались жители южного региона. А уже в приемном покое после осмотра корью заразился и терапевт. Тогда медики срочно иммунизировали взрослое население города и сдержали распространение этой инфекции. Ситуация по заболеванию дифтерии в регионе куда лучше. Последние 5 лет этот диагноз вообще никому не ставили. Столичные медики работу с иммунитетом сыктывкарцев ведут круглый год. Особенно с теми группами населения, которые не часто появляются в поликлиниках. На год составляется план по проведению вакцинации населения. Вот как раз лица, которые безработные, но они живут на территории участка врача, с этой категорией, как говорится, работать легче, чем с категорией, которая без определенного места жительства. Но во всяком случае работаем. А здесь готовят вакцину для самых юных жителей республики. С роддома малыши выходят привитые сразу от 2 инфекций – гепатита Б и туберкулеза. Но только в том случае, если мама дает согласие на процедуру. Между тем, число родителей, которые пишут отказы, не снижается, говорят врачи. Когда человек защищен, то он вооружен. То есть мать, разрешая сделать ребенку прививку, помогает ему избежать тяжелых форм инфекции. В национальном календаре 11 профилактических прививок. Для нашего региона в последние годы стала актуальна проблема заражения еще одной инфекцией – клещевым энцефалитом. На территории нашего региона стали чаще встречаться именно тяжелые формы данного заболевания с неблагоприятными исходами, в том числе с летальными. За последние 5 лет у нас 3 случая закончились летальным исходом на территории Республики Коми. Но прививка не панацея в борьбе с кровососами. Насекомые переносят еще одну заразу – клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. В прошлом сезоне зарегистрировано 10 случаев. 2 из них закончились гибелью пациентов. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.